Возможно, эти показатели верны, но что они нам дают? Думаю, ничего. Те, кто зарабатывает более 2 миллионов драмов, в основном топ-менеджеры или представители IT-сферы. Я бы посоветовал в первую очередь обратить внимание на пенсии, каковы они. Сегодня у нас несправедливая пенсионная система, когда бывшие депутаты парламента или члены Конституционного суда получают невероятно высокие пенсии, тогда как обычный пенсионер не в состоянии покрыть даже свои минимальные расходы. Это самое главное. А остальное, вот о чем говорит министр экономики, ни о чем не говорит. Допустим, это все эти данные верны. Ну и что? Ну, я бы посоветовал бы в первую очередь, обратить внимание на пенсии. Может ли обычный пенсионер выживать на эти пенсии? По-моему, то есть в среднюю зарплату включены и премии госчиновников. И я думаю, что хорошо живут узкие круги. Это в основном госчиновники, которые получают большие премии. Обычные граждане не думаю, что живут хорошо, чем 7 лет назад. Центральный банк покупает иностранную валюту на рынке, исходя из своих функций. Что касается большого объема иностранной валюты на рынке, то это происходит лишь по одной причине – туризм. За счет туризма обогащаются отдельные хозяйствующие субъекты, в основном представители сферы услуг, например, ресторанного и гостиничного бизнеса. Деньги – это не то, что свободно гуляет где-то. У любых денег есть свой конкретный владелец. Поэтому сам вопрос манипулятивен, неуместен, по-моему. И деньги не могут просто так свободно гулять где-то, и чтобы люди думали, как взять свою долю. В Армению поступают деньги за счет туризма в основном, и конкретные отдельные хозяйствующие субъекты, они зарабатывают эти деньги. То есть каждые деньги имеют своего хозяина.